Сверим часы по настоящему времени. Из студии в Вашингтоне вас приветствую я, Роман Мамонов. В ближайший час подробно о главных событиях дня, какими они видятся из США. Страну с Рождеством поздравил, тему Израиля прокомментировал и объявил о закрытии фонда имени себя. Обсудим все новости об избранном президенте США Дональде Трампе. Первая цель – Обама-Кеа. Конгресс готовится отменить реформу здравоохранения, что лишит миллионы американцев страховок, а миллионы иммигрантов готовятся защищать свои права в случае рейдов и арестов. Репортаж настоящего времени. А также ответный визит исторического примирения. После поездки Обамы в Хиросиму премьер-министр Японии прибыл на Гавайи, где посетит Перл-Харбор. В этом выпуске также расскажем о кончине певца Джорджа Майкла, визите и о других темах. Прямо сейчас Игорь Тихоненко с новостями кратко. Спасибо, Роман. В начале часа, как обычно, о событиях в мире и в США. Водолазы подняли со дна Черного моря фрагмент средней части фюзеляжа самолета Ту-154 российского Минобороны, разбившегося в ночь на 25 декабря. Об этом сообщили в оперативном штабе по проведению поисковой операции. На борту находились 92 человека, в основном артисты ансамбля имени Александрова, а также 9 журналистов и врач Елизавета Глинка. Самолет упал вскоре после вылета из аэропорта Адлера, а его обломки были обнаружены на расстоянии 1,5 километров от берега Сочи. Лайнер направлялся в Сирию, где артисты должны были выступить перед военнослужащими российских ВКС на авиабазе Хмеймим. 26 декабря в России объявлен днем общенационального траура. Ряд государств, включая США, выразили соболезнования в связи с трагедией. Посол США в России Джон Тефт написал в Твиттере, цитата, «Наши мысли и молитвы с родными и близкими всех на борту Ту-154 и с русским народом». Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил в воскресенье с гневной речью в адрес США. Напомним, в пятницу Совет безопасности ООН принял резолюцию, осуждающую поселенческую деятельность Израиля на оккупированных палестинских территориях. При этом США не заблокировали документ. Нетаньяху обвинил президента Обаму лично и заявил, что его администрация инициировала и добилась принятия этой резолюции. Израильский премьер также пригрозил последствиями и для ООН. Я приказал Министерству иностранных дел в течение месяца пересмотреть все наши контакты с институтами Организации Объединенных Наций, а также присутствие представителя ООН в нашей стране. Я хочу заверить народ Израиля в том, что одобренная резолюция искаженная, постыдная, и мы не будем ее соблюдать. В тексте резолюции говорится, что израильские поселения не имеют, цитата, юридической силы и являются грубым нарушением норм международного права. Авторы документа также назвали поселение основным препятствием на пути к разрешению конфликта путем создания двух государств. Комментируя принятие резолюции Совбеза ООН по Израилю, избранный президент США Дональд Трамп заявил, что после 20 января, то есть дня, когда он вступит в президентские полномочия, все будет по-другому. Премьер-министр Японии Синдзо Абе прибыл с двухдневным официальным визитом на Гавайские острова, где в понедельник его примет президент Барак Обама. Абе станет первым японским лидером, который посетит Перл-Харбор, военно-морскую гавань США. Нападение японской авиации на Перл-Харбор 7 декабря 1941 года унесло жизни более 2000 американских военных и вынудило США вступить во Вторую мировую войну. Как заявили помощники Обамы и Абе, визит японского премьера станет очередным знаком примирения сторон после войны и укрепления союзнических связей между Вашингтоном и Токио. Стоит также отметить, что Абе не станет извиняться за нападение на Перл-Харбор. Обама, посетивший в мае этого года Хиросиму, также не приносил извинения за атомную бомбардировку города в августе 1945-го. По утверждению российских военных, они обнаружили в Алеппо массовые захоронения тел десятков сирийцев с признаками пыток. Об этом в понедельник заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Коношенков. По словам Коношенкова, все факты зверств тщательно документируются как тяжелейшие военные преступления, ответственность за которые он возложил на повстанцев, покинувших город в результате массированного наступления сирийской армии при поддержке российских ВКС. Информацию о захоронениях пока не подтвердили международные СМИ, так как на месте событий не осталось независимых наблюдателей или западных журналистов. В Кремле прокомментировали отсутствие президента Беларуси Александра Лукашенко на совмещенных саммитах Евразийского экономического союза и Организации договора о коллективной безопасности, прошедших в понедельник в Санкт-Петербурге. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Кремлю было бы некорректно комментировать о причинах отсутствия белорусского лидера, что в свою очередь не помешает субстантивно, цитата, обсуждать вопросы интеграции. Как считают эксперты, демарш Лукашенко стал результатом участившихся в последнее время разногласий между ним и Владимиром
Владимиром Путиным. Между тем, младший сын главы Беларуси, 12-летний Николай Лукашенко, дал свое первое интервью 11-летнему журналисту Евгению Гришину из города Артем под Владивостоком, который специально прилетел для этого в Минск. Лукашенко-младший показал Гришину фотографии своих путешествий по странам мира и сводил его на ферму. Среди прочего, гость спросил у сына главы Беларуси, хочет ли он однажды стать президентом. Цитата. «Если честно, — ответил Коля Лукашенко, — мне не очень хочется стать президентом, потому что это будет очень сложная жизнь. Не уверен, что я готов к ней». Конец цитаты. На 54-м году жизни в своем доме в графстве Оксфордшир скоропостижно скончался известный британский музыкант Джордж Майкл. В полиции заявили, что причины смерти пока не ясны. Мировую известность Майкл получил в начале 80-х в составе дуэта Wham, а после распада группы начал успешную сольную карьеру. За время своего творчества музыкант стал лауреатом множества музыкальных наград, в том числе 3 премий Грэмми и 5 премий MTV. Ну что ж, у меня пока на этом все. Роман, пожалуйста. Знаешь, Игорь, как сказала Мадонна, когда же, черт побери, закончится этот 2016 год? Это все, что я могу сказать по поводу смерти Джорджа Майкла. Спасибо. Мы продолжим. 25 дней. Именно столько остается до исторического события – инаугурации 45-го президента США Дональда Трампа. Миллиардер-республиканец впервые поздравил сограждан с праздниками. Даже это он сумел сделать так, что вызвал споры. Решился бизнесмен и новоявленный политик на шаг, к которому его давно призывали критики, опасающиеся конфликта интересов. Он закрывает фонд имени себя. Все твиты, речи и решения Дональда Трампа фиксирует для эфира Рафаэль Сааков. Рафаэль, тебе слово. Спасибо, Роман. Избранный президент США Дональд Трамп, вопреки обыкновению, был не столь активен в соцсетях на рождественских выходных. Если говорить о политических заявлениях, он ограничился реакцией на резолюцию Совбеза ООН, которая запретила Израилю строительство поселений на западном берегу. Цитата. «Большое поражение для Израиля в ООН усложнит переговоры об установлении мира. Очень плохо, но мы с этим разберемся», пообещал Трамп в Твиттере. США не воспользовались своим правом вето, а премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил Вашингтон в координации текста резолюции. Чуть раньше Трамп заявил, что после 20 января, дата его инаугурации, дела в ООН будут обстоять иначе. Что именно он имел в виду, будущий американский лидер не пояснил. Спустя некоторое время после твита об Израиле он и его супруга Мелания поздравили иудеев с Ханукой. Кроме того, Трамп пожелал своим подписчикам в соцсетях счастливого Рождества. Как известно, Трамп является противником популярной в США фразы «Happy Holidays», то есть счастливых праздников. Она считается более политкорректной в отношении представителей разных религий и конфессий. Телеканал NBC News даже провел исследование на эту тему, проанализировав более 400 миллионов твитов американских пользователей за последние 4 года. И, как выяснилось, использование фразы «счастливого Рождества» наиболее распространено именно в тех штатах, в которых на минувших выборах победил Трамп. Они выделены на карте, которую вы сейчас видите, темно-фиолетовым цветом. Это преимущественно промышленные регионы и так называемый библейский пояс США, то есть регионы, в которых одним из основных аспектов культуры является евангельский протестантизм. На выборах 81% евангелистов, по данным экзит-полов, проголосовали за Трампа. Больше Ромни в 2012 году и даже Буша-младшего в 2004. Вашингтон-Пост на своем сайте рассказывает о решении Трампа ликвидировать свой благотворительный фонд Trump Foundation во избежание конфликта интересов. Будущий президент не обозначил конкретных сроков, а благотворительностью он продолжит заниматься в некой иной форме. При этом в материале приводятся слова представителя Генпрокуратуры Нью-Йорка, которая ведет расследование о возможном нарушении фондом Трампа законодательства. И до завершения следственных действий, как сообщается, фонд не может быть ликвидирован. Издание также отмечает, что за последние годы крупнейшими донорами фонда Трампа были супруги-миллиардеры Винс и Линда Макмэон, около $5 миллионов пожертвований. Им принадлежит крупнейшая в США организация рестлинга. Недавно Трамп предложил назначить Линду Макмэон на должность главы администрации малого бизнеса в правительстве. К слову, что касается назначений, как сообщает Политико, Джейсон Миллер отказался от предложения занять пост директора по коммуникациям. Миллер, один из руководителей переходного штаба, заявил изданию, что сейчас не лучшее время для такой требовательной работы. Кроме того, Трамп пока не определился с судьей, которого он номинирует в Верховный суд на место покойного Антонина Скали. Еще в сентябре кандидат-республиканец обнародовал предварительный список, в котором 21 фамилия. По данным «Голоса Америки», в судебной системе США на данный момент открыты в общей сложности 104 вакансии, включая окружные суды. Для сравнения, на момент первого избрания Обамы 8 лет назад было 54 вакансии. И уже в ближайшие дни по возвращении Трампа из Флориды в Нью-Йорк, возможно, узнаем о его очередных решениях по кандидатам на посты в администрации. Роман?
Да, Рафаэль, спасибо. Напомним, инаугурацию Дональда Трампа ждут не только сторонники миллиардера, они, конечно, пребывают в нетерпении, но и его оппоненты. Среди них царят пессимистичные настроения. Миллионы американцев с низкими доходами с приходом Трампа во власть могут лишиться медицинских страховок, купить которые они смогли только благодаря реформе здравоохранения Obamacare. Конгресс, обе палаты которого сейчас контролируют республиканцы, уже готовятся отменить эту реформу. Спустя почти 7 лет после принятия закона Obamacare страховку имеет рекордное количество американцев. Однако радует это не всех. К сожалению, страхование становится недоступным. Страховые взносы у всех постоянно растут. Постоянно. Значительный рост страховых взносов происходил и до Obamacare, но лежавший в основе закона замысел, состоявший в том, что молодые и здоровые американцы будут покупать медстраховку и тем самым покроют затраты на страхование пожилых, не реализовался. Мы отменим катастрофу под названием Obamacare, создадим новую систему здравоохранения, проведем всевозможные реформы, которые будут работать на вас и вашу семью. Демократы настаивают на том, что закон следует сохранить, а не отказываться от него. Мы хотим попытаться улучшить этот закон. Мы знаем, что его можно улучшить. Бездействие не вариант. В течение нескольких лет республиканцы обещали отменить закон. Они надеются, что после того, как Трамп станет президентом, у них появится возможность это сделать. Сразу после 1 января мы вынесем резолюцию об отмене Obamacare, а потом будем работать в ускоренном режиме, чтобы подготовить более эффективные предложения, чем действующий закон. Демократы отмечают, что пока республиканцы не обнародовали точных деталей своего плана. Чем вы хотите его заменить? У республиканцев нет ответа. Мы совершенно не намерены участвовать в их плане отменить закон и ничего не предложить взамен. Демократы уверены, что любой план республиканцев по замене Obamacare возмутит такое же число американцев, как и сам закон. Я обращаюсь к нашим друзьям-республиканцам. Приступайте. Расходы на здравоохранение в США составляют более 17% от ВВП, больше, чем в других индустриально развитых странах. Среди основных предвыборных обещаний Дональда Трампа были и строительство стены на границе с Мексикой за счет самой Мексики, и выселение нелегальных иммигрантов. В прошедшие после выборов недели миллиардер сильно смягчил свою риторику и уже говорит не о массовой депортации всех 12 миллионов нелегалов, а всего о 2-3 миллионах приезжих, осужденных за криминальные преступления. Тем не менее, правозащитные организации и сами иммигранты по всей Америке готовятся защищать свои права в случае возможных рейдов. Этот стук достаточно громкий, чтобы заставить аудиторию замолчать и прислушаться. На урок, организованный НКО «Casa de Maryland» в городе Хайетсвиль, пришли порядка 100 человек. Сегодня их учат тому, как защищать себя и свою семью во время рейдов и арестов иммиграционных властей. Casa de Maryland или «Мой дом Мэриленд» объясняет незадокументированным иммигрантам их конституционные права. Они распространяются на все Соединенные Штаты. Мы все должны знать эти права и знать, как их отстаивать. Это право хранить молчание. Это право на адвоката в случае ареста. Вам достаточно только указать свое имя и подтвердить, что вы проживаете в штате Мэриленд. Избранный президент Дональд Трамп пообещал жесткую борьбу с нелегальной миграцией, начиная со строительства стены на границе с Мексикой и депортации миллионов человек, проживающих в США нелегально. У Трампа очень много власти, и это пугает многих из нас. Мария Эррера получила возможность остаться в США благодаря закону президента Обамы о детях нелегальных иммигрантов, привезенных в США в несовершеннолетнем возрасте. По словам Эрреры, Трамп может уничтожить этот приказ одной подписью. Я очень переживаю из-за того, что он может сделать. Из-за того, что Трамп может отменить указ Обамы, и разделенными окажутся многие семьи. Я просто не знала, что и делать, поэтому пришла сюда, чтобы получить побольше информации. У этих людей она точно есть. Дэн Стин, президент Федерации американцев за иммиграционную реформу. По его словам, ему понятны страхи этой молодежи. Однако, отмечает он, классы, подобные тем, что организовывает Casa de Maryland, скорее затрудняют исполнение законов страны. Что делают такие организации? Так это затрудняют работу правоохранительных органов, в чьи задачи входит выявление тех, кто имеет право находиться в стране, и тех, кто не имеет. В то время как некоторые иммигранты ожидают суровых мер от администрации Трампа, другие фокусируются на подготовке к грядущим реалиям. Это моя страна. Да, я здесь не родился, но я вырос в ней. Каждый день я просыпаюсь на своей родине. Я не вижу себя где бы то ни было еще.
поэтому и страха у меня нет. Дональд Трамп выразил симпатию молодежи, которая получила защиту администрации Обамы в 2012 году. Однако он так и не отверг идею депортации этой части населения страны. С нетерпением инаугурации Дональда Трампа ждут не только в США, но и в Словении. Ведь именно оттуда родом бывшая фотомодель, а в скором будущем и первая леди США Мелания Трамп. К слову, первая за последние 200 лет супруга американского президента, родившаяся за пределами Америки. Теперь все больше американцев пытаются найти на карте родину Мелании, а ее соотечественники не скрывают гордости. Корреспондент «Голоса Америки» передает из Словении. Словения напоминает страну из сказки. Таинственные земли с замками на холмах, под сенью высоких елей. Словенцы говорят, что благодаря Мелании Трамп мир наконец обратил внимание на их страну. Словения? What is Slovenia? Словения. Что такое Словения? Это блюдо или марка машины? Никто и понятия не имел, что это отдельная страна со своим народом, культурой. Никто и не знал, что Мелания из Словении. Так что для нас, 2-миллионного народа, это подходящий момент заявить о себе на карте Европы и мира. Стэн Джерко – фотограф, открывший Меланию, когда она была скромным подростком. Она была очень высокая, стройная, длинные волосы, длинные ноги, поэтому я выбрал ее в качестве фотомодели. Я заметил не только ее красоту, но это может показаться вам странным, ее скрытую энергию. Эта энергия и привела ее на вершину успеха. Джерко считает, что его работа с Меланией, пусть и маленький, но вклад в американскую историю. Примечательно, что теперь она станет первой леди США, потому что я открыл ее, и с помощью моих фотографий она начала карьеру. Став первой леди страны, Мелания планирует бороться с издевательствами в интернете. В стенах этой школы в годы, трудные для любой девочки-подростка, Мелания продемонстрировала силу духа и уравновешенность. Вспоминает ее подруга и одноклассница. Потому что она была красивой, да еще и была моделью, многие девушки завидовали и обсуждали ее. Но она никак не реагировала на это. Она сильная, и она знала, что она хороший человек. Если у вас есть эта уверенность в том, что вы хорошие, вам не нужно это доказывать словами. Югославия и коммунизм в целом были на грани коллапса, и на этом школьном дворе Мелания мечтала о другом, большом мире, который только начинал открываться ее поколению. Мы говорили о том, что надо хорошо учиться, о том, как увидеть мир. Мелания знала, что для нее, как для модели, Словения была слишком маленькой. Мелания уехала в Милан, а оттуда в Париж и, наконец, Нью-Йорк, где она и познакомилась с будущим президентом США. В ее родной Севнице друзья семьи отмечают, что у отца Мелании, торговца автомобилями Виктора Кнавса, есть общие с Дональдом Трампом черты – амбициозность и деловой нюх. Виктор всегда любил бизнес, будь то старые автомобили или что-то еще, что на чем бы он мог заработать. Это было у него в крови, как у его круга в целом. Бизнес на стороне, помимо его основной работы, позволил ему зарабатывать больше остальных и немного лучше обеспечивать свою семью. Мелания совершенно точно заметила ее отличный деловой нюх. Не заметить его невозможно, ребенок всегда подметит такое. В этом очевидная параллель с Дональдом, только масштаб другой, в 1000 раз больше. Виктор находит что-то маленькое, что он может починить и перепродать подороже завтра, в то время как Дональд ведет торг о 2-3 небоскребах во Флориде в обмен на 2 новых Сан-Франциско. До нынешнего года многие американцы никогда не слышали про Словению. Для словенцев тот факт, что в Белом доме окажется один из них, знаменателен. Это еще раз подтверждает, что Америка — это страна возможностей, и любой человек, будь то из самих США или иммигрант, может добиться огромного успеха. Это еще раз подтверждает, что Америка — это страна возможностей, и любой человек, будь то из самих США или иммигрант, может добиться огромного успеха. И все-таки Дональд Трамп пока лишь будущий президент. Действующий же глава государства Барак Обама проводит рождественские каникулы на Гавайях, и там в эти дни должно случиться историческое событие. На острова с 2-дневным официальным визитом прибыл премьер-министр Японии Синдзо Абе. Он станет первым японским руководителем, который посетит военно-морскую базу Перл-Харбор, ставшую объектом атаки японской авиации 7 декабря 1941 года. Напомним, это событие подтолкнуло США к вступлению во Вторую мировую войну. Обсудим визит с обозревателем «Голоса Америки» Александром Григорьевым. Саша, приветствую. Почему именно сейчас выбрано вот это время для визита? Спрашиваю, очевидно, мне кажется, потому что Аба уже встретился с Дональдом Трампом в Нью-Йорке. Казалось бы, ну вот Трампу бы примирить два народа. Ну, есть разные объяснения. Во-первых, это завершение некого символического процесса примирения. Да? Соединенные Штаты долгое время не могли просить японцам атаку на Перл-Харбор. Второе – это марш на Батаан, так называемый марш смерти, когда
американских солдат и матросов, взятых в плен на Филиппинах, прогнали через значительную часть острова, и огромное количество из них погибло из-за издевательств японской охраны. Вот лозунг «Помни Перл-Харбор» был одним из лозунгов Второй мировой войны, и Соединенные Штаты, американцы в большом количестве выстраивали свое отношение к Японии как вот отношение к людям, которые организовали это страшное, разрушительное, коварное нападение. Да, вот как советские люди воспринимали атаку немцев 22 июня 1941 года. Без объявления войны, понятно. А японцы, в свою очередь, смотрели на американцев как на людей, которые применили в первый раз в истории ядерное оружие. Да, Хиросима, Нагасаки. И дальше Обама и Абе делают следующее. Обама, перед ним госсекретарь Керри, посещают Хиросиму, не извиняясь, подчеркивая, что мы признаем, это остается в прошлом, пускай мертвые хоронят своих мертвецов, а мы идем дальше. А сейчас Абе приезжает в Перл-Харбор, тоже не извиняясь, потому что война есть война, мы сожалеем, но мы не извиняемся. Это символика, но Япония таким образом пытается подтвердить, что в нынешнем очень непредсказуемом опасном мире Соединенные Штаты и Япония остаются союзниками идеологическими, что вот прошлая война страшная, это осталось в прошлом, а дальше два государства идут вместе. Дональд Трамп во время избирательной кампании говорил о том, что другие страны должны платить за свою оборону, он намекал в том числе и на Японию, потому что в Японии находятся американские военные базы, и американцы защищают Японию от агрессивных соседей, в том числе от Северной Кореи, которая все время испытывает какие-то баллистические ракеты, и в том числе от Китая, который, вольно или невольно, у него с Японией территориальные споры, все более агрессивно себя ведет по отношению к своим соседям. Да, вот американский ядерный зонтик, и вообще мощь американского флота выступает в защиту Японии. Японцы этого никогда не забывают и не намерены забывать, и Абе едет напомнить об этом, даже не Обаме, который уже уходит, и даже не Трампу, который придет, его политика будет каким-то образом сформулирована, он едет напомнить об этом американскому народу. Это самое главное в его визите. Но, тем не менее, вот тот факт, что ни Обама не извинился в Хиросиме, ни Синдзо Абе не принесет извинения в Перл-Харборе, хотя звучат призывы даже от тех, кто выжил, участвуя в той самой операции, это как-то не совсем все-таки зарывание вот этого топора войны и вот этих фактов, остающихся в прошлом. Мне кажется, что достаточно большое количество людей и в Америке, и в Японии недовольны этим. Ну, вероятно, да, недовольны будут всегда, потому что у индейцев был такой образ, вырыть томагавк войны, закопать томагавк войны. Вот вырыть его легко, закопать его очень сложно. Да? Отношение государств строится на памяти предыдущих войн. Ничего с этим не поделать. Да? То есть, какими не были прекрасные отношения России с Германией, никто никогда не забудет, что произошло в 1941 году. Какими бы ни были прекрасные отношения Японии с Кореей и Китаем, никто не забывает о том, что японцы творили в этих странах во время Второй мировой войны. Япония не извиняется перед Южной Кореей, Северной Кореей и Китаем, несмотря на многочисленные требования со стороны Пекина, Сеула и Пхеньяна. Спасибо, Александр Григорьев, о предстоящей церемонии посещения японским премьером Перл-Харбора. И еще об исторической памяти и примирении. В начале декабря исполнилось 25 лет с момента подписания Беловежских соглашений, фактического распада СССР. В России по-прежнему нет единого мнения о тех событиях. Недавний опрос показал, что больше половины респондентов сожалеют о распаде СССР и верят в то, что его можно было сохранить. В Москве даже открылся частный музей, посвященный Советской империи. Репортаж корреспондента «Голоса Америки» из российской столицы. Наградные командирские часы с выигранным. Растущая ностальгия по Советскому Союзу стала неожиданностью и привлекает даже тех, кто был слишком юн, чтобы по-настоящему знать и помнить СССР, говорит основатель недавно открытого музея СССР. Вот такая нестабильность нынешнего времени, она, конечно, возвращает людей в то время, когда при небогатой жизни была все-таки уверенность в завтрашнем дне, стабильность была и надежда была.
сейчас я боюсь, что люди разочаровались. Для многих россиян эпоха страны Советов пришлась на раннее детство, и их воспоминания отражают этот факт. Ну, я была совсем маленькой, когда Советский Союз распался, но слышала от родителей, хорошие отзывы, положительные. Все больше россиян готовы забыть о репрессиях прошлого режима, вспоминая лишь его былую славу, его образ силы и единения. Очень много хороших впечатлений об Советском Союзе. Хоть там много говорят, но все-таки есть положительные моменты. Как и сейчас, тоже очень много положительных моментов есть разные, поэтому... Параллельно с восхвалением подвига советской эпохи возрождаются и пропагандистские методы манипулирования общественным мнением. Нет объединяющей идеи, которая могла бы двигать общество куда-то в правильном направлении. Я думаю, что прежние наработки этой лжи, которая лилась с телевизора, она сейчас реализована в большей мере, чем даже тогда. Основателя музея в свое время называли антисоветчиком. Такая зажигалочка, давай закурим. Но, как и многие россияне сегодня, Олег Попов говорит, что испытывает грусть из-за исчезновения СССР вместе с его юностью. О советском прошлом и новом российском настоящем много говорили на днях и в Вашингтоне, куда на встречу с читателями приехал Владимир Войнович. Писателю и правозащитнику, автору знаменитого романа «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина», пришлось отвечать на массу вопросов, как о литературе, так и о политике в России, где они, кажется, друг от друга трудно отделимы. Репортаж Вадима Масальского. Как сделать, чтобы литература в России снова стала властительницей дум? С этого вопроса началась встреча Владимира Войновича с читателями. Сатирик ответил с присущей ему иронией. Рецепт совершенно есть. Ее надо запретить. Как только ее запретят, интерес сразу резко возрастет. Власти сегодня боятся свободы на телевидении, а не в литературе. Вот почему, считает сам писатель, его новый сатирический роман сейчас свободно издается в России. Понимаете, если я написал этого «Малинового пеликана», если бы в советское время написал, меня бы начали громить, но это зато ходило бы в самоиздать, там люди бы... С одной стороны, я рад, конечно, мне не нравится, и я спокойно живу. С другой стороны... В советские времена именно публикация на Западе романа-анекдота «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина» стали приговором для Войновича. Сначала он был исключен из Союза писателей, а позже лишен гражданства и выслан из страны. В интервью «Голосу Америки» Владимир Николаевич пошутил, что при Путине советская власть все еще не восстановлена. У нас в России сейчас, я бы сказал так, демократии нет, а свобода слова урезана. И еще есть возможность не врать, считает диссидент и правозащитник. Впрочем, такая возможность была и раньше. Был такой знаменитый писатель Александр Альфредович Бек, он был мой старший друг. И он говорил, когда ему предложили какую-то должность в Союзе писателей, он сказал: не пойду, много не нахапаю, а некролог себе испорчу. Так вот я тоже некролог себе портить не хочу и не буду. Войнович с грустью говорит, что некоторые его пророчества России, которые он сделал еще 30 лет назад в романе «Предупреждение Москва-2042», сбылись и продолжают сбываться. Для меня радость такая печальная, можно сказать, понимаете? Потому что я хотел бы, чтобы Россия развивалась так, чтобы ни одно из моих пророчеств не сбылось. Но оно, к сожалению... Говорят, что нет пророка в своем отечестве. Но Войнович продолжает жить в России. Правда, выступать на многие телеканалы принципиально не ходит. Но много путешествует, встречается с публикой и читает ей не только сатирическую прозу, но и лирические стихи. Их много. К примеру, одна из его ранних песен даже стала неофициальным гимном советских космонавтов. Помните строки: «На пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы». Об этом, кстати, вспомнили и вашингтонцы, пришедшие на встречу с любимым писателем. И до сих пор автор Чонкина часто стихами заканчивает свои выступления. «Все то, что было молодым, старей, может статься, умру почтенным и седым, и поглубевшим старцем. Меня на кладбище снесут, и все равно не слышу, немало слов произнесу, и до небес превознесу, и в классике запишут». Прозаик, поэт, драматург уже давно стал живым классиком. И публика, так тепло принимавшая его в Вашингтоне, желала ему именно таким и оставаться еще много-много лет. Вадим Масальский, Сергей Соколов. Настоящее время. Америка.
Как мошенники зарабатывали в интернете 5 миллионов долларов в день, о смерти Джорджа Майкла и об ситуации в американской экономике буквально через несколько минут. Но в середине часа информационный дайджест от Игоря Тихоненко. Игорь, тебе слово. Спасибо, Роман. Коротко о событиях в мире и США. Водолазы подняли со дна Черного моря фрагмент средней части фюзеляжа самолета Ту-154 Министерства обороны РФ, разбившегося утром 25 декабря. На борту находились 92 человека. Власти устанавливают причины трагедии. Премьер-министр Японии Синдзо Абе прибыл с двухдневным официальным визитом на Гавайские острова, где он встретится с Бараком Обамой. Абе станет первым лидером японского государства, который посетит Перл-Харбор, военно-морскую гавань США, подвергшуюся нападению японской авиации 7 декабря 1941 года. И на 54-м году жизни в своем доме в графстве Оксфордшир скоропостижно скончался известный британский музыкант Джордж Майкл. По сообщениям британской прессы, Майкл, скорее всего, умер от сердечной недостаточности. Ну что ж, у меня на этом пока все. Роман, пожалуйста. Да, Игорь, спасибо. Мы продолжаем информационный эфир из Вашингтона. Это проект «Настоящее время Америка». Фондовые биржи в Нью-Йорке по случаю празднования Рождества сегодня закрыты. А вот на прошлой неделе одной из главных для аналитиков и специалистов стала новость об активном росте экономики США. Напомню, Дональд Трамп строил свою предвыборную кампанию как раз на обещаниях исправить ситуацию в американской экономике. И вот Министерство торговли сообщило, что ВВП Соединенных Штатов в третьем квартале увеличился в годовом выражении на 3,5%. И этот показатель был назван лучшим за последние 2 года. В студии ко мне присоединяется Вадим Алинчев. Вадим, приветствую. Так чем насколько это вот единичная новость, или это все-таки такое отражение ситуации в экономике и хорошая новость долгосрочная? Да, Роман, спасибо. Ну, если мы посмотрим на все основные экономические показатели, то, в общем-то, наблюдается очень-очень положительная динамика. Потому что, вот как ты правильно сказал, рост ВВП на 3,5% в третьем квартале, он стал самым большим за последние 2 года. И наблюдается именно поступательное такое движение, потому что в первом квартале он составил всего 0,8%, во втором квартале 1,4%, и вот теперь 3,5%. Более того, поскольку после Нового года станут известны цифры за последний квартал, за 4-й квартал года, есть надежда, что он станет даже лучше, потому что, и, как мы знаем, многие бизнесы в сфере розничной торговли до четверти годового оборота получают именно вот в этот месяц рождественских распродаж со Дня Благодарения до Нового года, и поэтому есть очень хороший шанс, что эти цифры будут за 4-й квартал тоже больше. А это значит, что вся экономика будет развиваться, поскольку в Америке 70% экономики оно приходится на потребление товаров и услуг. То же самое можно сказать об инфляции. Рост цен сейчас очень небольшой, но стабильный. Вот с Нового года он составил 1,6% до октября включительно. Это значит, что где-то к Новому году может быть около 2%, а это именно та точка, которой добивается администрация США. Она позволяет экономике стабильно развиваться, но не перегреваться. Опять же, если посмотреть в сферу занятости, уровень безработицы нормальным считается, вопреки тому, как думают многие люди, что хорошая безработица – это 0%. Нет, хорошая безработица для США – это 5%, а сейчас этот показатель равняется 4,6%, то есть и здесь хорошо. И поэтому, конечно же, неудивительно, что вот в декабре Федеральная резервная система повысила базовую учетную ставку на 0,25% до, сейчас она составляет от 0,5% до 0,75%. Ну, некоторые мои знакомые американцы уже почувствовали это на себе, потому что выросли процентные ставки по кредитам. А вот если говорить в общем для экономики, что это означает, вот этот рост процентной ставки? Ну, дело в том, что, во-первых, это показывает уверенность Федерального резерва, поскольку он выполняет функцию Центробанка в Америке, это показывает его уверенность в том, что действительно все процессы в экономике сейчас рассматриваются положительно, и никто так не любит позитивные оценки Федеральной резервной системы, как биржевые инвесторы и брокеры. Поэтому сейчас, что мы видим, с того момента, как в Америке произошли президентские выборы, Dow Jones, главный сводный показатель Нью-Йоркской фондовой биржи, устанавливал уже более 20 рекордов, абсолютных исторических рекордов. И вот сейчас он уже колеблется на отметке, которая приближается к 20 тысячам пунктов. Быть может, даже вот до Нового года это произойдет, и Dow Jones достигнет
достигнет этой отметки, она очень психологически важная такая для всей экономики, для всего делового мира. Сейчас на бирже даже брокеры сидят и работают в кепках, на которых написано Dow Jones 20 тысяч. Так что это будет вот такой вот, если это случится, это будет вот таким вот венцом на, в общем-то, таком 2016 году, который был вполне удачным. Я, например, доволен выпиской своего инвестиционного счета. У меня за этот год 13% дохода. Это очень хорошо. Да. А вопрос, насколько будет позитивная динамика в 2017 году? Вот не подходим ли мы к концу этого цикла, когда снова пойдем вниз? Ну, похоже, что нет, потому что вот процент, опять же, прогноз Федеральной резервной системы, рост ВВП в 2% на 2017 год и рост ВВП тоже в 2% на 2018 год. И как раз в заключение я хочу обратить на последний фактор внимания телезрителей. Курсы валют сейчас таковы, что доллар очень сильный, курс евро сейчас равняется $1,04, что значительно ниже, чем несколько лет назад, и курс британского фунта стерлингов это $1,23, в то время как 3 или 4 года назад он был в 1,5 раза больше. Это значит, что сейчас очень выгодно американцам проводить, например, отпуск в Европе, особенно в Великобритании. То есть реально поездка, которая вам бы обошлась в $3000 там 4 года назад, сейчас она обойдется в $2000. То есть экономия вполне ощутимая. Ну, порадуемся за тех, кто отправляется в отпуск в Европу, а мы для наших зрителей проект «Настоящее время Америка» будем работать без выходных и праздников. Вадим, спасибо. С Вадимом Малинчевым обсудили ситуацию в американской экономике. Отвлечемся от политических и экономических тем. В США в последние годы большой резонанс вызывает тема трансгендеров. Людей, страдающих врожденным неприятием себя в собственном женском или мужском теле. В 80-е годы к этому относились как к тяжелому психическому расстройству. Теперь же тем, кто сменил пол, можно даже в армии служить. Героиня нашего следующего сюжета после 31 года жизни в теле мужчины нашла в себе мужество стать той, кем она себя считает на самом деле. Репортаж Евгений Дюло. Кристина показывает свое платье, которое она наденет через несколько минут на ежегодный рождественский бал полиции Сан-Диего. Она полицейский с 9-летним стажем, и это за все годы первый рабочий корпоратив, на который она решила прийти. Прежде ей пришлось бы надеть на бал смокинг, в котором она не чувствовала себя комфортно. Кристина волнуется. Коллеги уже привыкли к ней с макияжем на работе, но они еще не видели ее в платье. С самого детства Кристофер мечтал о том, чтобы быть девочкой. Его тянуло к женской одежде, хотелось экспериментировать с макияжем, ходить на каблуках. Он боролся с этим желанием как мог. Много раз все женские атрибуты оказывались в мусорном баке, но это не помогало. Мне не просто хотелось, я чувствовала экстремальную нужду быть женщиной. Я приходила с работы домой, надевала платье, парик, носила макияж, чтобы почувствовать себя женщиной. Но на работе же мне приходилось выглядеть настолько мужественно, насколько это было возможно. И это одна из причин, почему я выбрала эту профессию. Я пыталась победить тягу быть женщиной. 1,5 года назад Кристофер решил стать Кристиной. Родители не сразу, но поддержали ее в этом. Поддержала и жена Николь, с которой они были женаты уже несколько лет, и в браке росли 2 детей. Когда я рассказала об этом своему отцу, он подумал, что я прошу разрешения на развод. И он сказал мне, что я могу это сделать, имея на это полное право. Я ему сказала: нет, это то, чего я хочу. Я хочу, чтобы у нас все получилось. Я люблю Кристину, я не могу представить жизнь без нее. По сей день, когда меня спрашивают, как я могу так жить, я не могу представить себе жизнь без нее. Она нужна мне, я скучаю по ней. Сегодня родители Кристины называют ее своей дочкой, а дети – мамой. Решившись на смену пола, Кристина переживала, как в новом облике ее примут на работе, особенно в такой исключительно мужской среде, как полиция. Мэй, коллега по работе, рассказывает, что потребовалось время, чтобы убедить сотрудников департамента в том, что Кристина не просто мужчина, который хочет носить женскую одежду, что это глубже, что она женщина по своей сути. Сложно быть женщиной и работать в этой мужской профессии. Каждый день приходится доказывать, что ты одна из тех парней, что ты можешь сделать эту работу так же, как другой мужчина. И Кристине нужно сейчас доказать им, что она может быть как они, но будущей женщиной. Убедить их в том, что ее личность не изменилась. Она такая же сильная, несмотря на то, что она изменилась внешне.
Эта амуниция весит почти 15 килограмм. И несмотря на то, что с блокировкой мужского гормона в организме Кристина потеряла большую часть мышечной массы, она говорит, что по-прежнему, преследуя преступника, может перепрыгнуть, например, через такой забор и прийти на помощь коллеге по работе. Евгения Дюло, «Настоящее время», Америка. Сверяйте часы по настоящему времени. Из Вашингтона Роман Мамонов. Действительно, продолжим эфир из Вашингтона. В новом голливудском фильме «Пассажиры» люди на протяжении 120 лет путешествуют к далекой планете, все это время находясь в стадии глубокого сна. При всей своей фантастичности сюжет опирается на ряд реальных научных исследований. От поиска пригодных для жизни планет до анабиоза и создания искусственной гравитации. О том, где стираются границы вымысла и реальности, в нашем репортаже из Лос-Анджелеса. В картине «Пассажиры» путешественники находятся в стадии глубокого сна на протяжении 120-летнего космического полета к далекой планете. По мнению исследователя НАСА Тиффани Катарии, обнаружение планеты, пригодной для жизни, уже не фантастика. Ее команда изучает планеты, вращающиеся вокруг далеких звезд. Конечная цель наших исследований экзопланет — обнаружить близнеца Земли, найти место, пригодное для жизни, исследовать его и, быть может, создать там колонию. В фильме «Пассажиры» люди находятся на корабле, который вращается, чтобы создать гравитацию. Эта идея интересует не только любителей научной фантастики, но и инженеров. Создание среды микрогравитации – один из главных методов борьбы с последствиями долгого пребывания в состоянии невесомости, а именно деминерализации костей и атрофии мускулов. Искусственная гравитация решает эти проблемы, и ротация космического корабля – одно из инженерных решений. Что касается глубокого сна в космосе, компания Брэдфорда как раз занимается исследованием этого процесса в надежде, что эта работа может получить практическое применение для полета человека на Марс. Одним из возможных негативных последствий длительного пребывания в космосе является изменение внутричерепного давления, ухудшающее зрение астронавта. По словам Брэдфорда, погружение в состояние глубокого сна может помочь решить эту проблему, помимо его других преимуществ. Низкая температура тела человека снижает метаболизм, понижает внутричерепное давление. Этот метод лечения доступен и здесь, на Земле. По словам Брэдфорда, его компания намерена попробовать ввести человека в глубокий сон, СТАС, на 2 недели. Этот срок доступен в рамках существующей медицинской технологии. Данные ограничены, но этого уже возможно. В конечном итоге, чтобы получить все положительные эффекты СТАЗа, мы хотим добиться погружения в это состояние на срок до 6 месяцев. Однако на развитие этой технологии и полного понимания всех последствий уйдет 15-20 лет. Однако и 2-недельные экспериментальные циклы могут оказать значительную помощь при подготовке миссии на Марс. Нам только необходимо убедить в этом НАСА. Что касается полета человека за пределы марсианской орбиты, пока здесь наука заканчивается и начинается фантастика. На то, чтобы угнаться за воображением человека, науке понадобятся годы, а пока у нас есть возможность путешествовать в далекий космос в кресле кинотеатра. Недавно в интернете была разоблачена мошенническая схема, которая приносила ее создателям до 5 миллионов долларов в день. Многие издания, в том числе Нью-Йорк Таймс, поспешили записать преступление в актив российских хакеров. Действительно ли россияне приложили руку к этой истории? А главное, как это характеризует состояние дел в индустрии онлайн-рекламы? Разбирался Андрей Деркач. Привет, Роман. Да, действительно, цифры впечатляют, и все специалисты сходятся во мнении, что размах, с которым было совершено это мошенничество, не имеет аналогов. Преступники промышляли на рынке онлайн-рекламы, им удавалось имитировать просмотры на своих сайтах с помощью созданной для этого программы, которая получила название «Медбот». Рекламодатель думал, что его рекламу видят реальные люди, и платил за это. Схема эта, конечно, не новая, но вот сам подход вызывает особый интерес. Рынок онлайн-рекламы за последние годы вырос как на дрожжах. Его объем в США сейчас составляет около 25 миллиардов долларов в год. В период с сентября по декабрь значительная часть этого пирога, от 3 до 5 миллионов в день, незаметно для всех оседала в карманах мошенников. Если посчитать, то объем совершенного фрода, посчитать его на годовой масштаб, то это получается где-то от 1 до 2 миллиардов долларов в год. То есть это примерно 10% всего рынка вообще.
Афера была раскрыта компанией White Ops, которая отслеживает подозрительный трафик в интернете. По данным White Ops, для совершения преступления было создано 250 тысяч фейковых сайтов, которые размещали рекламу, предоставленную рекламными онлайн-биржами. Такие биржи являются посредником между огромным множеством сайтов, рекламных площадок и рекламодателями, которые, собственно, и платят за количество рекламных просмотров. За размеры баннеров и за количество просмотров платятся определенные деньги. Чем больше у вас уникальных посетителей на вашем сайте, тем больше вы будете зарабатывать. Если еще по баннерам будут кликать с вашего сайта, то это дополнительный бонус. Суть мошенничества в том, что кликали по баннерам и просматривали рекламные ролики не реальные люди, а боты, небольшие программы, которые имитируют действия человека в интернете. Надо сказать, что технически это очень продвинутый бот, и я думаю, что разработчики потратили не $1 миллион на то, чтобы просто создать всю эту инфраструктуру. Рекламодатели и биржи рекламы заинтересованы в качественном трафике, поэтому отслеживают ботов, причем также с помощью ботов. Вот их-то мошенникам и удавалось обманывать на протяжении нескольких месяцев с помощью более полумиллиона реально созданных IP-адресов. Так или иначе, им вот удалось убедить регистраторов, что это действительно американские компании, что они существуют, и удалось зарегистрировать очень большое количество IP-адресов. Вот в этих IP-адресах на самом деле заключается основной, скажем так, цимус всей этой системы. За то, что боты смотрели рекламу с территории США, рекламодателю об этом говорил тот самый IP-адрес, мошенники получали $13 за 1000 просмотров. То есть в общей сложности боты генерировали около 400 миллионов просмотров в день. На самом деле в этой индустрии ни для кого не секрет, что от 30 до 50% вообще всех видеопоказов, которые закупают рекламодатели, являются фродными, являются ненастоящими. Это болезнь, которой болеет наша индустрия и которую очень непросто вылечить. Не просто вылечить эту болезнь, потому что никто на рынке сильно не заинтересован в поиске ботов. Чем больше трафик, хоть он и не идет от реальных людей, тем больше прибыли рекламных площадок и рекламных бирж. Такие компании, как White Ops, тоже получают прибыль от количества проверенного трафика, а рекламные отделы в крупных компаниях имеют красивые отчеты и неплохую эффективность рекламной кампании за счет той части просмотров, которые сделали реальные пользователи. Почему вообще мы стараемся с этим бороться в целом, как индустрия? Потому что это бьет сильно по индустрии, и те же самые рекламодатели, да, они в конечном итоге просто меньше доверять начинают, и объем рынка не так сильно растет, и те деньги, которые могли бы потратиться в следующем году на онлайн-рекламу, они могут уйти на, например, какие-то традиционные медиа. Отдельное место в этой истории занимает происхождение преступной схемы. Многие издания, в том числе New York Times, поспешили приписать мошенничество российским хакерам. Анализ отчета White Ops говорит о поспешности таких выводов. Кроме каких-то политических заявлений, необходимы технические доказательства. И эти доказательства, они объективны и понятны всем. Да, то есть на основании ничего делается там вывод о том, что это там причастны русские хакеры. Да. Вот в данном случае никаких технических доказательств пока не было представлено вообще. Доказательства уже будут искать правоохранительные органы, и им придется не только отследить деятельность мошенников в интернете, но и определить, куда направлялись незаконно заработанные деньги. Ну а пока рынок онлайн-рекламы подсчитывает убытки. По данным Ассоциации национальных рекламодателей, мошенничество в этой сфере в 2016 году стоило индустрии более $7 миллиардов, что на $1 миллиард больше, чем в прошлом. У меня все, Роман. Вот это цифры, никому нельзя верить. В эти дни итоги года подводят люди самых разных профессий, от политиков и банкиров до спортсменов, артистов и хакеров. В следующем сюжете речь пойдет о том, каким минувший год стал для медиков. При всем разнообразии проблем и достижений, все-таки главными словами для многих специалистов в минувшем году стали Зика, ВИЧ и полиомиелит. Обычно вирус Зика имеет столь легкие симптомы, что большинство и не знает, что заразились им. Однако в последние 2 года из-за увеличения количества детей, родившихся с микроцефалией, ученые и врачи забили тревогу. Вирус Зика был выявлен в Уганде более 60 лет назад. Недавно он появился в Бразилии, а потом достиг и берегов США, распространившись от Флориды до, возможно, Техаса. Доктор Энтони Костелло из Всемирной организации здравоохранения отмечает, что даже один больной ребенок имеет очень большое влияние на общину и на способность семьи справиться с последствиями заболевания.
Зика – проблема общественного здравоохранения, представляющая большую сложность для всего мира. За последние 2 года 69 стран мира столкнулись с этим вирусом. Речь идет о вирусе, который вызывает повреждение мозга и ведет к пожизненной инвалидности, которая является огромным ударом для всей семьи. Все, что врачи могут сделать сейчас, это предупредить женщин об опасности заражения в регионах, где зарегистрировали Зику, подчеркнуть необходимость избегать укусов москита и отложить беременность. Вакцины против вируса нет, однако, возможно, она появится в 2018 году. В уходящем году в Нигерии выявили вспышку полиомиелита. В северной части страны, охваченной насилием, нет возможности контролировать вакцинацию детей. За последний год выявлено 3 ребенка с этим диагнозом, в момент, когда страна приблизилась к полной победе над этим заболеванием. Полиомиелит был зарегистрирован и в другой зоне конфликта, на границу между Пакистаном и Афганистаном. Но врачи не теряют надежды. С 1988 года число заболевших снизилось с 350 тысяч до менее 40 в 2016 году, то есть на 99%. Также в начале декабря Американский национальный институт здоровья сообщили о начале испытаний новой вакцины против ВИЧ. Поиск вакцины против этого вируса не будет легким. Мы не можем быть уверены в том, что процесс увенчается успехом. Однако, по словам Фаучи, прогресс, достигнутый в деле борьбы со СПИДом, весьма впечатляющий. Сегодня комбинация методов лечения для пациентов, заразившихся в 20-летнем возрасте, позволяет продлить их жизнь на 50 лет, что является одним из самых экстраординарных достижений в переходе от фундаментальных исследований до практического осуществления медицинского вмешательства в любой области здравоохранения. Если вакцина против ВИЧ будет найдена, то более 70 миллионов носителей вируса иммунодефицита по всему миру получат новую возможность в борьбе с заболеванием. 2016 год продолжает шокировать нас печальными новостями. Вчера не стало британского певца Джорджа Майкла, который скончался в возрасте 53 лет. Наш обозреватель Карина Бафраджан вспоминает легендарного исполнителя. Привет, Рома! По злой иронии судьбы, главным хитом популярного 80-е годы дуэта Wham была композиция Last Christmas или «Последнее Рождество». Вчерашнее Рождество стало для обладателя 2 премий Грэмми и 5 наград MTV Джорджа Майкла действительно последним. Артиста не стало именно 25 декабря. Родственники певца давно переживали за его здоровье и жизнь. Он лечился от наркозависимости, а 1,5 года назад проходил реабилитацию в швейцарской клинике. Однако о точных причинах его смерти пока известно немного. Одна из возможных причина – сердечная недостаточность. Йоргос Кириакос Панайоту родился в семье иммигранта с Кипра и англичанки 25 июня 1963 года в Лондоне. В 18-летнем возрасте он начал музыкальную карьеру, основав группу вместе со своим школьным другом Эндрю Риджли. Группа больших успехов не добилась, и спустя 2 года друзья организовали дуэт Wham, который принес им первый успех. После распада Wham Джордж Майкл начал сольную карьеру. Его первый альбом «Faith» оказался сверхуспешным. Он поступил в продажу в конце октября 1987 года и стал самым популярным альбомом года по версии журнала Billboard. Всего было продано более 20 миллионов копий. В 1988 году он получил первый Грэмми за исполненную в дуэте с Аретой Франклин «I Knew You Were Waiting», а спустя год второй за альбом «Faith». В 1998 году певец признался в своей нетрадиционной сексуальной ориентации, что серьезно повлияло на продажи его записей. В мае 2011 года Джордж Майкл объявил о начале нового тура, в ходе которого он собирался дать 60 концертов. Но из-за резкого ухудшения здоровья певца тур был почти полностью отменен. У него была обнаружена пневмония, от которой он оправился с большим трудом, едва не потеряв голос. Однако уже летом 2012 года он возобновил свой тур. Вы делитесь с людьми музыкой, которую вы пишете многими годами. Вы привязываете себя к важным событиям их жизни. Вы с ними, когда они маленькие, когда они взрослые. Это огромная честь. И пара слов о других артистах. Рождество традиционно встречают в домашней обстановке за семейным столом. И для вечно занятых звезд это редкая возможность собрать вместе всех самых родных и любимых людей. Бейонсе, Майли Сайрус и Кристина Агилера нарядились в этот вечер в тематические костюмы. Виктория Бекхэм хвасталась подарком от дочки Харпер. Ну а Иванка Трамп поделилась со своими подписчиками в социальных сетях семейным фото и пожелала всем счастливого Рождества и Хануки. На этой праздничной ноте я передаю тебе слово, Рома.
Надеюсь, с печальными новостями закончено в шоу-бизнесе. Карина, спасибо. Сидр – один из самых популярных слабоалкогольных напитков во многих странах мира. Его производят на основе яблочного или грушевого сока. Специалисты говорят, что по вкусу сидра всегда можно определить страну, где он был изготовлен. Мой коллега Александр Яневский на днях вернулся из Вирджинии, где побывал на небольшом заводе по производству этого напитка. В живописном уголке штата Вирджиния на протяжении нескольких лет Стюарт Мадани занимается производством этого газированного напитка. Свежий воздух и запах яблок, которые витают в этом помещении, тесно переплелись с американской историей. Это место буквально пропитано ею. В свое время здесь остановились британские войска, которые планировали арестовать Томаса Джефферсона и остальных делегатов Первого континентального конгресса. Миссис Уолкер задержала британцев на день, и благодаря этому Томасу Джефферсону удалось избежать ареста. Производство напитков в США уходит корнями к первым европейским поселенцам. По прошествии 400 лет в изготовлении яблочного напитка изменились разве что технологии. Да и то не все. По словам Стюарта, для производства сидра подойдут яблоки любых сортов. English Bittersweet, Albemarle, Pippin, Winesap, Grimes Golden и другие. Мы должны сначала их почистить. Вырезаем испорченные части, чтобы они не повлияли на процесс ферментации. Потом высыпаем яблоки на конвейер и еще раз проверяем. После того, как яблоки помоют, их перемалывают до состояния пюре и заливают полученную субстанцию в пресс, который выдавливает сок. В большинстве случаев мы заливаем полученный сок в один из 4 баков для ферментации. В каждом из них находятся разные дрожжи. Через несколько дней мы охладим содержимое, дрожжи осядут, и мы перельем жидкость в другой бак для того, чтобы она настоялась. Одной из гордостей Castle Hill Cider является так называемая дикая ферментация. Для этого из Грузии привезли специальные огромные кувшины квери и закопали в землю. Здесь при постоянной температуре в 6 градусов несколько месяцев подряд будет происходить брожение сока. Меня очаровывает натуральный процесс. Не нужно никакого электричества, железа, стали. Всего лишь сырая земля и глина, обожженная в печи. После того, как будущий сидр забродил, настоялся и в него были добавлены разные вкусовые оттенки, происходит разлив. Все происходит в ручном режиме. Производим замер времени, необходимого для наполнения одной бутылки. Поставил, наполнил, передал другому человеку бутылку, он насадил пробку. В день мы пакуем 240 ящиков, по 12 бутылок в каждом. Потом пастеризуем бутылки и наклеиваем этикетки. Дегустационный зал – последнее место, куда попадает готовый яблочный сидр. Это наш зал славы. Здесь находится готовый продукт и награды, которые мы получили. Сидр готов к дегустации. Двери в уютный зал практически не закрываются. Поток желающих попробовать этот легкий шипучий напиток никогда не иссякает. Я очень люблю яблочный сидр. Напиток имеет богатый и интересный вкусовой букет. Я никогда не пила ничего подобного. Вы знаете, я никогда не был в подобном месте. Это нечто новое. Мы с женой приехали из Сингапура только ради того, чтобы попробовать яблочный сидр. Производители тонизирующего напитка отмечают его быстро растущую популярность в США. Несколько лет назад в Вирджинии было всего 3 производителя. Сейчас их более 20. Александр Яневский, Сергей Москалев. Специально для настоящего времени. Америка. Напоминаем, главное знать меру. Непогода основательно подпортила выходные многим жителям Среднего Запада США, которые вместо того, чтобы проводить время за праздничным столом, вынуждены были откапывать свои дома и улицы от снега. В Северной Дакоте ледяной дождь стал причиной десятков дорожно-транспортных происшествий. В Небраске ураганный ветер опрокидывал машины и даже уничтожили дом. А в Аризоне водители оказались на несколько часов заблокированными в снежных заносах. Из-за стихии были отменены более 300 рейсов и перенесены более 1500. Хоть и говорят, что каждая погода благодать, лучше все-таки проводить праздники в тепле и уюте, чего вам и желаем. Это был час новостей из Вашингтона. В студии для вас работал Роман Мамонов. Оставайтесь с нами, это настоящее время.
события дня в настоящем времени. Я Сергей Дорофеев. Эду Ямаха, основатель и руководитель единственной в СССР рекламной киностудии. Эду первым превратил рекламу в индустрию. Рекламировали дефицитный товар, который невозможно было купить. Зачем нужна была реклама в Советском Союзе, я до сих пор не могу понять.